Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рад вас всех видеть. Меня зовут Калачев Никита. В своем выступлении я хочу познакомить вас с тем, как исследование ПИЗа представляет результаты всем странам-участницам, как их понимать для того, чтобы делать правильные, качественные выводы, которые носят практический характер. Исследуя заветам сингапурских учителей, попробуем с вами вместе обработать все то информационное богатство, которое дает исследование ПИЗа, то есть попробуем осмыслить. Ну, естественно, для нас основным источником информации являются международные отчеты. Международные отчеты всегда находятся в открытом доступе, они не скрываются. Там даже есть некоторые корректировки, когда они происходят, замечают какую-то ошибку и всегда выкладывают в корректированном виде новый материал. Основная проблема, с которой вы можете столкнуться при работе с международными отчетами, это английский язык, поскольку единый язык для всех стран – это английский. Иногда бывают отчеты на национальных языках, но это какой-нибудь французский язык, например. Но я надеюсь, что ваш национальный центр, центр, координирующий исследования ПИЗа, переведет основную информацию на удобный для вас язык. Но тем не менее, даже если по каким-то причинам эти переводы задерживаются, всегда можно воспользоваться электронными переводчиками, какую-то информацию туда занести и получить, может быть, не очень качественный перевод, но, по крайней мере, по смыслу достаточно понятный для того, чтобы сделать выводы. И вот на страничке исследования ПИЗа публикации находятся как раз-таки в разделе Publications. И вот если мы перейдем в этот раздел, то мы увидим много-много разной информации, но основная находится вот в этой такой в левой части экрана. Вот самая последняя информация по исследованию ПИЗа-18 находится здесь. И с каждым годом количество отчетов ширится, увеличивается, но неизменным остается то, что первый том этих международных отчетов содержит в себе результаты тестирований. То есть в первую очередь мы смотрим на первый том, и он у нас на первой позиции находится. И если говорить о том, что содержится в этих отчетах, как представляются результаты, то условно результаты можно разделить на две группы. Это результаты тестирования, то есть результаты наших учеников выполнения тестовых заданий. А вторая часть отчетов – это анкетирование, результаты анкетирования. То есть там содержатся вопросы о школьном климате, о самочувствии ученика в школе, либо это может быть анкетирование педагогов, где их спрашивают, как они готовятся к занятиям, например, как они помогают ученикам осваивать материал и тому подобное. Тестирование условно можно вот так вот под пунктами выделить в тестировании следующее. Это представление результатов в виде среднего балла и ошибки измерения или погрешности измерения. Об этом я расскажу. Также в части тестирования мы сможем найти результаты по уровням освоения того или иного вида грамотности, проявления этого вида грамотности, о чем Галина Сергеевна уже говорила. Также интересны результаты в виде субшкал. Очень необычное название, я расскажу тоже подробно, что это такое, как это интерпретировать. Ну и, наконец, тренды. Естественно, тренды мы можем интерпретировать только тогда, когда страна принимала какое-то энное количество раз в исследовании. Там страна, которая впервые участвует, например, для нее пока тренды только за 3 цикла. Когда 3 цикла пройдет, тогда можно говорить о каких-то трендах в образовании. В анкетировании, в части анкетирования мы с вами познакомимся с таким очень интересным показателем, который носит название социально-экономический статус. Галина Сергеевна его упоминала, но мы посмотрим, из чего он состоит и почему он так важен. И, наконец-таки, так называемые некогнитивные показатели. К некогнитивным показателям мы относим, например, мотивационные компоненты ученика или учителя, например, их установки относительно разных вопросов, например, установки ученика по отношению к какому-то предмету в школе, допустим, и так далее. Итак, начнем со среднего балла. Средний балл у нас выражается в некотором значении по 1000-бальной шкале. 1000-бальная шкала, очень интересно, почему она выбрана была исследователями. Какой-то открытой информации, почему именно 1000-бальная шкала используется, как-то мне найти не удалось. Коллеги, как вы думаете, почему используется вот такая не очень привычная 1000-бальная шкала? Есть у кого-нибудь идеи?
Можно по многим критериям оценить. Спасибо. А еще какие-нибудь версии есть? Да. Мое объяснение такое, что действительно нам нужна такая большая шкала от 0 до 1000 для того, чтобы иметь возможность дифференцировать разные страны, поскольку разброс результатов может быть достаточно большим. Например, есть страны, в которых не очень хорошо развито образование, есть страны-маргиналы, как Галина Сергеевна сказала, которые занимают очень высокую позицию вот, по тысячебалльной шкале. Но при этом тысячебалльная шкала нам помогает найти даже мельчайшие различия между странами. Вот есть страны близкие там, по культурному какому-то аспекту, по историческому развитию, и у них могут быть незначительные различия. Вот для того, чтобы их как-то поймать, используется вот такая большая шкала. Потому что если бы у нас было меньше делений на этой шкале, то, возможно, мы бы и не смогли обнаружить эти различия. При этом очень важно понимать, как уже отметила Галина Сергеевна, что учащийся выполняет не все тесты. Во-первых, не все тестовые задания, вот, допустим, ученику досталась читательская грамотность. И даже внутри читательской грамотности ученик выполнит только какую-то часть всех заданий, которые имеются в арсенале исследования ПИЗа. Но более того, ученик будет выполнять не все направления. То есть он выполнит читательскую грамотность, например, и математическую грамотность. А ему также в итоговом отчете каждой стране припишут значения по основным направлениям, например, естествознание или глобальные компетенции, например. По этим всем направлениям будут результаты. И это возможно благодаря современным методам статистики, то есть используется контекстная информация, которая нам позволяет предсказать результат ученика на основе его контекстной информации, то есть его окружения, его каких-то характеристик его семьи, характеристик его мотивации и результатов по другим тестам. Все это позволяет предсказать результаты и делать достаточно достоверные выводы о том, что происходит. Коллеги, вот как вы думаете, а почему в качестве основного показателя вот на тысячебалльной шкале мы используем именно средний балл? Почему не какой-то другой? Вот, например, медиану. Почему мы медиану не используем? Как вам кажется? Да, с одной стороны, нам привычен средний балл, то есть мы в своих самостоятельных работах, в итоговых контрольных тоже можем использовать этот показатель, и национальные мониторинги, например, тоже нам предоставляют по традиции результат в виде среднего балла. Но есть еще одно объяснение, здесь оно представлено на слайде. Здесь вы видите результаты российских учащихся по математической грамотности. И во всех странах, без исключения, результаты учеников можно описать с помощью вот такой вот кривой. Она вот здесь черной такой линией выделена. Это так называемая кривая нормального распределения или Гауссова кривая. И основной характеристикой такого распределения является среднее значение, среднее или математическое ожидание, если говорить в терминах математики. Среднее значение – это пик нашего распределения. Если вы проведете вот такую ось симметрии, то центральным вот этим самым большим значением будет именно среднее значение. Здесь концентрируется наибольшее количество учащихся в данном случае. А второй характеристикой, которая описывает это распределение, это стандартное отклонение или дисперсия. Это практически взаимозаменяемые понятия. То есть дисперсия показывает отклонение от вот этой оси симметрии, от вот вершинки нашего распределения, показывает, насколько различаются результаты остальных учащихся от нашего среднего. Именно поэтому в исследовании также используется среднее арифметическое. И вот, как я уже говорил, помимо среднего значения, среднего арифметического, необходимо учитывать ошибку или погрешность измерения. Я думаю, что те, кто имеет образование в области естественных наук, знают, что даже у прибора, который измеряет какие-то, скажем так, объекты числовой природы, например, длины, площади, объемы, там есть приборы, и у них также есть погрешность измерения. Абсолютная погрешность или относительная погрешность, которая может быть связана с типом прибора, да, например, цифровой или аналоговый прибор, либо с ценой деления. То есть иногда приходится смотреть, а вот куда попала
это значение, то есть округлять, например, это тоже может сказываться на точности измерения. Но и в случае, когда мы измеряем объекты не числовой природы, а математическая грамотность, например, читательская грамотность, мотивация ученика, это все объекты не числовой природы. Они не представлены в реальном мире в виде каких-то чисел, да, мы им как бы приписываем эти числа в результате измерения, в результате тестирования или анкетирования. И вот для того, чтобы иметь возможность сравнивать результаты, мы должны учитывать вот эту ошибку измерения. И в отчетах исследования ПИЗа достаточно гуманно представлена вот эта информация, как сравнивать. Если вы посмотрите на эту таблицу, то вы увидите, в первой колонке это средний балл каждой страны, упорядоченный средний балл, то есть от самого высокого к самому низкому. А вот в последнем столбце указано то, с какими странами этот результат статистически значимо не отличается. То есть, когда мы принимаем во внимание ошибку измерения, мы можем сказать, что вот с такой-то страной или с другой страной результат, вот, к примеру, у 4 провинций Китая, результат статистически значимо не отличается от результата Сингапура по показателю читательской грамотности. Это данные 2018 года. А как вот мы можем использовать эту ошибку измерения? Ну вот в условном виде я нарисовал вот такую вот картинку, репрезентацию того, как мы можем сравнивать результаты, учитывая ошибку измерения. Нам ошибка измерения необходима для того, чтобы построить доверительный интервал. Вот на этой картинке это вот такие длинные стрелочки возле наших 3 стран. Доверительный интервал нам показывает, вот в каком пределе, в пределе каких значений может находиться, скажем так, идеальное значение каждой страны. То есть, когда мы проводим тестирование, мы получаем некоторое наблюдаемое значение по 1000-бальной шкале, но оно не точное. То есть мы как бы не очень уверены, что оно соответствует некоторому идеальному, действительно соответствующему каждой стране результату. Поэтому мы используем ошибку измерения. Как правило, для того, чтобы построить вот этот доверительный интервал, мы умножаем ошибку измерения на 2, чтобы вот 2 ошибки в одну сторону и 2 ошибки в другую сторону отложить от среднего по 1000-бальной шкале. И вот если вы посмотрите, например, на результат Макао и результат Финляндии, вы видите, что их доверительные интервалы вот немножко пересекаются. Вот здесь такой слабо-голубой заливкой я сделал. Это значит, что вот в идеальном мире, да, вот где-то вот там в математическом мире результаты Финляндии и Макао на самом деле могут попадать вот куда-то вот сюда, и у Макао, и у Финляндии. А значит, мы не можем достоверно говорить, что их результаты различаются, поскольку вот эти доверительные интервалы пересекаются. Или, например, у Финляндии с Южной Кореей тоже, видите, большая область пересечения. Это значит, что их результаты в реальности, в действительности, вот отличный от полученных результатов, может попадать вот куда-то вот в этот интервал и не отличаться. А вот, к примеру, у Южной Кореи и у Макао результаты не пересекаются. То есть их доверительные интервалы вот здесь вот имеют некоторый промежуток, а значит, их результаты достоверно различаются. Ну вот это такая некоторая пояснительная картинка для того, чтобы понимать, что делает ошибка измерения. Повторюсь, что в отчете вы получите более гуманный вид этой таблицы, вам подпишут, с какими странами нет различий, но имейте в виду, что логика за этим отсутствием различий – пересечение доверительных интервалов. Теперь перейдем к уровням проявления некоторого вида грамотности. Уровни нам позволяют разбить нашу 1000-бальную шкалу на некоторые такие дискретные кусочки и дать какую-то характеристику. Не просто сказать, что вот от 0 до 100 там такой-то уровень, от 101 до 200 это другой уровень. Но и уровни нам позволяют получить качественную характеристику каждого ученика, который находится на том или ином уровне. Для этого собираются, естественно, эксперты, разрабатывающие задания, и они характеризуют эти задания по определенным пунктам, по определенным показателям, и благодаря этим показателям мы можем охарактеризовать учеников, которые представлены на том или ином уровне. Вот если... Ладно. Уровни устанавливаются, как я уже сказал, на основании заданий. И мы задания и результаты учеников можем выстроить на единой шкале, поскольку используются современные методы статистики.
И вот когда мы говорим о том, что n-ный ученик находится, например, на уровне 2, на втором уровне, допустим, по читательской грамотности, что это означает вот в терминах того, что дает нам исследование ПИЗа? А это означает, что, находясь на втором уровне, он с вероятностью 0,5, да, или 50%, а может быть и выше, правильно выполняет задания второго уровня. Тут есть задания, которые тоже находятся на втором уровне, они не очень трудные. И вот если ученик находится на втором уровне, значит, задание, соответствующее ему уровню, он выполняет с вероятностью 50% или выше. И в отчетах по каждому из ключевых направлений исследования ПИЗа, читательская, математическая, естественно-научная грамотность, мы найдем не только описание этих уровней, но и интервалы по 1000-бальной шкале. То есть какой балл какому уровню соответствует. Это некоторый интервал. Вот мы видим, что, как правило, ниже первого результата, это вот ниже 350-335 баллов, а 6-й уровень, самый большой, к которому, наверное, многие стремятся, это уже 700 баллов по 1000-бальной шкале. Вот 708, например, по естественно-научной грамотности. Но, как вы, наверное, заметили, у нас 1000-бальная шкала имеет среднее 500, стандартное отклонение 100. И вот если посмотреть на реальное распределение, вот, например, математическая грамотность российских учащихся, то наше среднее, вот здесь сверху подписано, это 489. То есть оно близко к 500, но в реальности оно отличается. И в каждой стране, как правило, отличается. И стандартное отклонение немножко меньше, чем ожидается вот по 1000-бальной шкале, но в идеале 100, но в реальности, как правило, меньше. И вот возвращаясь к вот этой картинке по уровням, в реальности вот значение где-то больше 800 не встречается. 900 так точно не встречается. То есть у 1000-бальной шкалы есть некоторый запас, когда какие-нибудь страны сделают существенный рывок, то они могут и попасть в значение, да, больше 800 или больше 900, то есть запас там имеется. То есть пока что все возможности 1000-бальной шкалы не исчерпаны. И вот опять-таки адресую себя к тому, что говорила Галина Сергеевна. Для исследования ПИЗа очень важен вот этот пороговый уровень, который второй. И в отчетах, как правило, делается акцент и в аналитике, в тексте, который расписывается, и в инфографике, вот в таких картинках, показывают, какое процентное соотношение учащихся, не достигших второго уровня, для того, чтобы каждая страна понимала, каков масштаб катастрофы, что им нужно делать, насколько массово им необходимо предпринять свои усилия для того, чтобы повысить вот образовательные и достижения своих учащихся. И вот здесь я привожу небольшую картинку, чтобы вот вы также знали, что в отчетах есть соответствие каждого задания, которое открыто, в открытом доступе оно находится, и его положение также на 1000-бальной шкале. Как я уже сказал, и задания, и наши ученики находятся на единой шкале. Соответственно, у задания тоже есть своя трудность по 1000-бальной шкале, и мы можем соотнести. Вот наша страна находится преимущественно на 2-3 уровне. Ну вот какие задания, например, доступны, да, то есть с вероятностью 0,5 примерно и выше наши ученики решают. Ну это вот они примеры, мы можем на них посмотреть и понять, какие особенности у этих заданий, а какие особенности заданий, которые недоступны пока нашим учащимся, и что нужно делать для того, чтобы как-то их мотивировать и развивать, для того, чтобы они переходили на более высокий уровень. Ну, здесь я пропущу, Галина Сергеевна уже показывала. Следующий вид результатов, которые вы встретите в международных отчетах, это субшкалы. Есть шкала, как мы уже с вами говорили, она 1000-бальная, и по каждому из направлений мы получаем некоторый единый показатель. Но эту шкалу мы также можем немного как бы разделить на некоторые кусочки. Не так, как уровни, а вот немного иным способом. Как вы знаете, вот в тесте есть некоторый набор заданий. Не всех заданий, которые есть, а некоторый набор. Ну, предположим, я как ученик выполняю 20 заданий. И вот если мы, допустим, обратимся к исследованию TIMSS, в части математики мне достанутся задания и по геометрии, и по алгебре, и по числам, то есть по арифметике,
и по статистике и вероятности. То есть я буду выполнять какие-то кусочки из вот этих всех направлений оценки. И по результатам тестирования мне дадут информацию не только об интегральном показателе, вот он, вторая колонка вот этой таблички страшной, но и показатели по каждому из содержательных областей математики, которые используются в исследовании, в данном случае это TIMSS, да, образовательные достижения в области обучения. Но и в исследовании ПИЗа мы также можем найти субшкалы, которые нам позволят не только получить вот единое значение по одной шкале, и все, и мы как бы успокоились на этом, а получить более детализированные, да, результаты и понять, а вот где у нас результаты лучше, а где результаты хуже, с чем, может быть, чуть больше поработать в классе, чем, допустим, тратить время на все обучение, да, вот в равных пропорциях. Ну вот, например, если мы посмотрим на Россию, вот она у нас с индексом 2, вот мы посмотрим. Например, по числам 541 по 1000-бальной шкале, а здесь 560. Мы видим, что по алгебре как-то это восьмиклассники наши. У восьмиклассников как-то получше дела обстоят, чем с арифметикой. Может быть, да, учитель, когда посмотрит на это, может сказать, да, может быть, что-то повторить из арифметической программы, да, из курса систематического, курса арифметики, и дать возможность ученикам что-то вспомнить или какие-то пробелы возместить. То же самое мы встретим в исследовании ПИЗа. Здесь представлена читательская грамотность. И, к примеру, в качестве одного из разделений на субшкалы мы можем воспользоваться компетенциями, которые необходимы для решения заданий, для выполнения заданий. И вот в читательской грамотности выделяют поиск информации, вот этот столбик, locating information, понимание прочитанного, и оценка, и как бы рефлексия над прочитанным. Соответственно, помимо общего показателя, вот здесь он такой темно-синий, это по читательской грамотности просто общий балл, мы получаем баллы по каждому из вот этих, по каждой из компетенций, необходимых для ученика. И мы вот, например, вот посмотрим на Китай, мы видим, ага, вот у него среднее 555, 4 провинции Китая. Вот по поиску информации у них очень близкое значение к общему значению читательской грамотности. А вот, например, по пониманию прочитанного и по оценке прочитанного результаты чуть повыше, чем даже по поиску информации. Соответственно, китайский учитель посмотрел на это и понял, что надо с ребятами, может быть, еще что-то на поиск информации такое обсудить, да, попробовать какие-то разные тексты, чтобы они вот этот поиск информации немного подтянули. Вот так работают, собственно, субшкалы и как их интерпретировать. Но важно понимать, что результаты по этим субшкалам, да, вот по этим кусочкам предоставляются только для приоритетного направления. То есть если в 2018 году была читательская грамотность приоритетным направлением, значит, только по читательской грамотности будут вот такие детализированные результаты. А в 2025 году будут результаты по какому направлению в виде субшкал? Естественно, научной грамотности, правильно. Ну и последний компонент части тестирования – это тренды. Понятно, что тренды нам позволяют посмотреть на наши результаты не только в статике, вот в 2018 году вот такой результат, но и посмотреть на динамику наших результатов и понять, в каком направлении изменяются наши результаты. Может быть, мы стараемся, а результаты никуда не двигаются. Надо это понять, надо это узнать. И для этого используется анализ трендов. В отчетах также вы сможете это встретить. Увидите разные кривые, вот такие, и прямые, и, в общем, в разных направлениях. Найдете, вот, например, наша страна в 2018 году получила вот такой вот тренд, такой немножко прогибающийся вниз, но, тем не менее, позитивный, то есть в сторону возрастания с 2000 по 2018 год. И теперь... Теперь перейдем к анкетированию. В анкетах, вообще в анкетной части, в части анкетирования, вы увидите вопросы в некотором смысле общего такого характера. Они в меньшей степени требуют каких-то наших когнитивных, интеллектуальных усилий и со стороны учеников, и со стороны других участников анкетирования. Вот примерно в таком виде это выглядит. То есть дается какое-то утверждение, вот, например, «Моя жизнь имеет ясный смысл и цель». Вот ученику дают такое утверждение, и он должен с ним либо совершенно не согласиться, либо просто не согласиться, то есть менее категорично, да,
согласиться, либо полностью согласиться, совершенно дать согласие. И вот по результатам анкетирования он получит показатель, ну, вот в данном случае это осмысленность жизни, да, поскольку здесь про смысл спрашивается. И вот если говорить о том, а как интерпретировать результаты анкетирований, вот эти все показатели, там смысл жизни, вообще ужас какой, да, мы можем разделить на два вида интерпретации. С одной стороны, это абсолютная интерпретация, и она, собственно, происходит в виде изучения того, а сколько процентов учеников дали ответ совершенно не согласен вот на это утверждение, а сколько не согласен и так далее. А есть относительная интерпретация, и вот эта относительная интерпретация в виде индексов, о которых говорила Галина Сергеевна. И начнем с индексов, поскольку они содержат подводные камни в себе. Индексы формируются с помощью, опять-таки, методов статистики, достаточно сложных методов статистики, то есть берутся ответы учеников, в котле варятся, и получается некоторый индекс. Но индекс, поскольку он относительный, значит, он получается и интерпретируется относительно чего-то, да, какого-то показателя. И вот этим показателем выступает среднее значение по этому индексу стран ОЭСР. Их там 27 стран, их берут, объединяют вместе, и их значение делают нулем. То есть 0 – это вот наше значение сравнения. И это получается по странам ОЭСР. А все остальные страны сравниваются с этим нулем. Этот индекс может быть больше нуля, может быть меньше нуля. В пределе от минус до плюс бесконечности. Но в реальности значения ограничены, как правило, от минус 3 до 3. Вот весь предел. Вот в отчетах примерно будут вот такие вот инфографики, которые нам говорят что-то про этот индекс. Вот здесь можете подробно не изучать, может быть, для начала это сложно. Давайте по кусочкам разберем. Здесь представлен показатель, он называется как бы ощущение или чувство принадлежности, ну, к школе, к образовательной организации. То есть он показывает, насколько ученик комфортно чувствует себя в образовательном учреждении, насколько ему комфортно с его одногруппниками, одноклассниками, насколько вообще ему хочется приходить вот в это место, да, где он получает как бы знания, потому что очень часто бывает, что образовательная среда враждебна для ученика, и он чувствует себя чужаком в этом месте, и не хочется ходить, соответственно, не хочется получать знания, и эффекта никакого нет. И вот если мы посмотрим, вот наши ОЭСР страны любимые, у них, видите, нет вот этих вот никаких столбиков влево-вправо, они вот примерно у нуля находятся. А вот Россия, например. И вот этот индекс чувства принадлежности к образовательному учреждению ниже, практически минус 0,4. То есть кажется, что наши учащиеся чувствуют себя большими чужаками в школе, да, или в техникуме, в колледже, например, чем учащиеся в среднем по странам ОЭСР. Там и Франция, и Германия, и Испания, вот все наши вот эти европейские страны в основном. И вот Галина Сергеевна уже говорила, что можно попасть в просак, интерпретируя вот эти все показатели. И для того, чтобы сделать правильный вывод, опираясь на вот этот относительный индекс, нам нужно посмотреть на абсолютные значения по показателям. То есть что происходит в реальности, какие проценты мы получаем в ответах учащихся. Вот здесь я подготовил картинки на основании исследования 2018 года, где мы взяли Россию и страны ОЭСР. И вот посмотрите, вот в этом индексе, да, ощущение принадлежности к школе, к образовательному учреждению, есть вот такие утверждения. В образовательной организации я чувствую себя одиноко. То есть вот это утверждение нам говорит об обратном. То есть если ученик говорит, что он согласен с этим утверждением, это значит, что он чувствует себя некомфортно в школе или в другом образовательном учреждении. И вот давайте посмотрим на проценты того, как выбирали ученики России и стран ОЭСР. Вот, например, мы видим, что в нашей стране 6% сказали совершенно согласны, да, с этим утверждением, а 19% сказали, что менее категорично они согласны. Если мы сложим, получим примерно 25% учеников вот с этим утверждением как-то согласились, то есть они чувствуют себя одиноко. А если мы посмотрим на страны ОЭСР, то совершенно согласен 5%, а просто согласен 10%. То есть если мы сложим, то согласие дали 15% учащихся.
То есть мы видим, да, что тенденция похожа, что наши ученики чувствуют себя одинокими в большей степени, чем учащиеся стран ОЭСР. Или, например, давайте посмотрим на второе утверждение. Мне кажется, что я нравлюсь другим учащимся. А здесь наше утверждение позитивно направлено. То есть если ученик дает согласие, значит, ему более комфортно, потому что ему проще находить контакт, да, и ему кажется, что он нравится всем остальным. Соответственно, давайте посмотрим. Вот совершенно согласен у нас в России дали 10%, а просто согласен дали 48%. То есть 58% в той или иной степени согласились с этим утверждением. А что в странах ОЭСР? 16% совершенно согласен и 58% просто согласен. Если сложим, сколько будет? Сколько? 74. 58 у нас и 74 в странах ОЭСР. То есть, в принципе, похоже, что индекс нас не обманывает. Индекс говорит, что действительно наши учащиеся в сравнении со странами ОЭСР чувствуют себя менее принадлежными к своей организации, то есть они чувствуют себя чужеродным каким-то компонентом в организации, нежели в школах или там в учебных заведениях стран ОЭСР. И в этом смысле здесь индекс не обманывает, но иногда обманывает. Поэтому лучше посмотреть на вот эту абсолютную сторону утверждений, там, каких-то результатов анкетирования. Ну и, наконец, в анкетах у нас есть вопросы, какие-то тоже утверждения, связанные с социально-экономическим статусом. Это очень важный индекс для многих исследований, поскольку, во-первых, он показывает неравенство, то есть степень неравенства в той или иной стране. Это огромная исследовательская проблема, ну и практическая проблема. Как уже говорила Галина Сергеевна, есть семьи с высоким достатком, да, получающие все блага нашей цивилизации. Они имеют возможность дать своему ученику репетиторов, кружки практически в неограниченном количестве. Есть семьи со скромным достатком, из малообеспеченных, например, дети из семей во многих школах, соответственно, у которых нет возможности получить вот какие-то дополнительные занятия, да, кроме как возможность учиться в школе. Соответственно, это первая сторона этого индекса. А вторая сторона, этот индекс очень многое объясняет в результатах. То есть он практически детерминирует результаты наших учеников. Если мы знаем, что какой-то ученик из малообеспеченной семьи, то, как правило, у него довольно низкий результат будет в исследовании ПИЗа и в многих других исследованиях. И также можно сказать про учеников из высокообеспеченных семей. Что входит в этот показатель? А входят, естественно, материальные блага семьи, то есть это автомобиль, какая-то, например, комната, отдельная комната у ученика для того, чтобы делать уроки или заниматься там с репетиторами теми же самыми. Доступ к интернету. Да, несмотря на вот эту глобализацию, есть семьи, у которых нет возможности подключить интернет. Количество книг дома, то есть это в некотором смысле культурный капитал ученика, его семьи. Чем больше книг, тем выше культурный капитал. Ну, не обязательно, что он читает, но, по крайней мере, его семья, она как-то нацелена на чтение, она как-то приучает своего ребенка к чтению, в отличие от семьи, в которой мало книг, и, скорее всего, родители, бабушки, дедушки не особо читают там книги, поскольку их мало. Вот. И, соответственно, ребенок с большей вероятностью не будет читать в такой семье. Ну и также статус родителей, то есть какая профессия у родителей, то есть это высокооплачиваемая профессия или невысокооплачиваемая профессия, и уровень образования родителей, высшее, среднеспециальное там, или только там, 10 классов школы, 11 классов школы, например. И вот вы найдете очень много информации по тому, а как социально-экономический статус связан с результатами учеников в разных фокусах, в разных разрезах. Но вот наиболее интересный разрез, на мой взгляд, это деление вот этого индекса, это тоже индекс социально-экономического статуса на 4 части. Они называются квартили. Кварта – 4, да, четверть от целого. Соответственно, делят на 4 части, где как бы вот этот первый кусочек – это дети из наименее обеспеченных семей, и самый большой кусочек – это ученики из наиболее обеспеченных семей. Соответственно, вот здесь представлена аналитика по тому, какие результаты по 1000-бальной шкале, вот здесь она внизу представлена, это читательская грамотность, вот как каждая из этих 4 групп выполнила тест по читательской грамотности. И вот, к примеру, Филиппины, да, вот он квадратик, это
учащиеся из малообеспеченных семей с низким социально-экономическим статусом, у них средний результат 300 баллов по 1000-бальной шкале. Да, от 500 на 200 баллов отличается, довольно низкий результат на самом деле. И вот есть вот эти треугольнички, это из наиболее социально-экономически благополучных семей, у них результат, ну, примерно там 380, может быть, да, там 300 с чем-то, ближе к 400. Соответственно, а вот есть вот здесь две группы, это серединка такая, ну, есть чуть-чуть поменьше, да, социально-экономический статус, чуть побольше, да. Мы видим, что вот эти группы, они примерно близкий результат показывают, где-то 330, 340, может быть, результатов. Соответственно, в практической деятельности мы можем сказать, что вот эту группу мы, в принципе, можем одинаково обучать, потому что у них примерно одинаковые достижения. И также очень важно интерпретировать дистанцию между наиболее обеспеченными, допустим, группами учащихся и наименее обеспеченными. И чем больше эта дистанция, соответственно, тем больше неравенства, и тем сложнее, может быть, работать педагогу или человеку, принимающему решение, сократить неравенство в той или иной стране или в том или ином регионе. Конечно, повезет, если эта дистанция будет маленькой, да, то есть это хороший показатель, что и так, в принципе, неплохо дела идут, но можно спокойно улучшать, и для каждой группы будет эффект. А если большая дистанция, то, конечно, это сложнее с точки зрения продумывания, а что делать, как помочь сократить эту дистанцию. И вот все страны, практически все страны сейчас двигаются в направлении сокращения вот этой дистанции между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными с помощью школы. То есть школа выступает некоторым вот таким вот помощником для учеников с разным социально-экономическим статусом. Ну вот смотрите, очень короткая дистанция, это кто у нас? Гонконг вот здесь есть. А вот еще поменьше есть, Макао, например, есть тоже. Ну вот в Панаме кажется, что длинная дистанция. В Перу, например, длинная. Раз, два. Вот это Косово, это, ну, коротенькая у них дистанция. И видите, у них, например, наименее обеспеченные очень близки к тем, кто третья группа по обеспеченности. А Россию я сейчас найду. Может быть, ее и нет. Она где-то в середине, скорее всего, по результатам. Нет, у нас здесь России нет. Да, не попала. Здесь более длинная таблица, она не уместится здесь, поэтому я немножко порезал, вот, чтобы показать. Да, ну вот, например, тот же наш любимый Китай, да, у него между наиболее социально-экономически обеспеченными и наименее обеспеченными, ну, примерно там 170, может быть, баллов. Вот, то есть, в принципе, дистанция не такая уж и маленькая. И в том же Китае, в котором вроде бы как обучают хорошо всех. Вот. Ну, нижний, конечно, 530, там 520 где-то, да. Ну да, больше, чем средняя по шкале тысячебальной, и намного выше, чем такие же примерно учащиеся из других стран, у которых там 300, 350, 400. Да, то есть, ну, абсолютные значения тоже хорошо бы интерпретировать. И, наконец, если у вас будут какие-то вопросы по тому, как можно развивать, допустим, оценку в вашей стране, какие можно еще предпринять меры для того, чтобы обучить учеников, решать нестандартные, может быть, подчас сложные задачи, мы с Галиной Сергеевной на своих консультациях можем осветить вот следующий спектр вопросов, как обрабатывать данные, то есть какие особенности, с чем можно столкнуться при обработке данных, каков наш опыт проведения региональных мониторингов по модели ПИЗа, что мы делали, как мы видоизменили подход ПИЗа для того, чтобы интегрально оценить уровень функциональной грамотности, не дробя читательскую, математическую, там, естественно, научную грамотность. Какие, например, у нас есть особенности обработки результатов. Ну вот по третьему вопросу, к сожалению, выяснилось, что данные не очень качественные, то есть мы не сможем сравнить результаты учащихся Кыргызской республики, например, с результатами наших учащихся. Вот, к сожалению, выявились проблемы.
Как обеспечить качество инструмента хотя бы в теории, да, если вы как педагог, например, или как человек из области принятия решений, можете какой-то свой инструмент создать для измерения некоторой характеристики ученика, и как показать его качество, как подтвердить, что он действительно качественный, его можно использовать и принимать на основе него всякие решения. Ну, наверное, статистические программы вам не очень будет интересно, но вдруг вы захотите об этом узнать, мы тоже готовы поделиться этим. Мы договаривались о том, что вы нам дадите свои материалы, да? Материалы вы нам дали, и мы анализировали содержание этих работ, но нас интересовало еще и результаты. Мы хотели сравнить ваши результаты и результаты российских участников, чтобы посмотреть проблемы учителей. Они часто бывают очень одинаковые, да? Вот. Для того, чтобы дальше дать вам обратную связь, но оказалось, что есть проблемы в базах данных, которые вы собрали, и нам не удалось вот пока. Да, поскольку велик риск недостоверных интерпретаций этих результатов, поэтому мы принимаем решение ничего не говорить про это. Вот, можем рассказать про результаты российских учащихся, если вам вдруг интересно. Да. Сказать, то, что много одинаковых заданий, но нам не удалось. Да, но это не страшно, все мы учимся, и мы тоже не всегда собираем качественные данные, поэтому в этом нет ничего страшного. В будущем будет намного лучше, я уверен. Обещали, почему я сказала, мы обещали это. Спасибо.